Банк России регулярно проводит мониторинг рисков в сфере ОСАГО в разрезе субъектов страны. Для предотвращения острых ситуаций по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова проходит совещание, посвященное вопросу улучшения состояния сферы страхования. С отчетом по теме выступила Виктория Олейник, замначальника Южного главного управления Банка России. Она доложила о ключевых цифрах, на которые стоит обратить внимание. Средняя страховая выплата составила 250 тысяч рублей. При среднероссийской выплате 104 тысячи рублей. Превышение в 2,5 раза. Скользящий коэффициент выплат составил 386%. Это самый высокий показатель по стране. В 6,1 раз выше среднероссийского значения. Частота урегулированных убытков составила 8,3%, что на 4 процентных пункта выше среднероссийского значения. Сейчас количество транспортных средств по данным ФНС 108 тысяч, доля застрахованных 23%. В Ингушетии последние несколько лет проводится работа в этом направлении. В 2023 году была создана рабочая группа. Благодаря этому был разработан план, исходя из лучших практик страны в рамках ОСАГО. Чтобы возобновить ее деятельность, управляющий отделением Национального банка по Ингушетии Магомедбек Ужахов попросил назначить того, кто мог бы координировать этот вопрос. Владимир Сластенин отметил, что организацию рабочей группы возьмет на себя зампред Адам Кукурхоев. Это позволит региону улучшить ситуацию, при которой в том числе страховые компании несут серьезные убытки. Вот у нас 4 представителя страховых компаний, которые имеют у нас свои филиалы. Энергогарант, Евроинс, Рейсо и Ингострах. Все они в плюсе. Они на каждой КТП выезжают, во всех мероприятиях участвуют. Одним из первых практических шагов по изменению состояния сферы ОСАГО в республике станет совещание на базе отделения Национального банка по Ингушетии. Участие в нем примет и Виктория Олейник, которая отслеживает ситуацию. Вот сейчас ведутся переговоры Южным главным управлением совместно с Ассоциацией российских поставщиков 24 числа в присутствии на этом совещании именно те компании, которые несут убыток. Сегодня правительство Ингушетии и все заинтересованные лица нацелены на то, чтобы улучшить ситуацию на рынке страхования в регионе. На Северном Кавказе есть успешные примеры, где ранее складывалась аналогичная ситуация. На основании этого и дорожной карты республика планирует улучшить показатели. Выработана дорожная карта, как выйти из этой ситуации, намечены конкретные меры и будут даны разъяснения всем автовладельцам, всем участникам дорожного движения о необходимости наличия полиса ОСАГО. Это будет контролироваться, проверяться через видеокамеры, и в этом плане будет ужесточение. По словам Владимира Сластенина, озвученные меры позволят также привести к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий в республике. Но, согласно данным премьер-министра, снизилось количество аварий с участием детей. Марья Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.